Добрый день. А давайте поговорим о Беларуси и России, либо, если быть точным, о непростых белорусско-российских отношениях. С одной стороны, вроде бы страны-союзники, с одной стороны, даже есть какое-то союзное государство, с другой стороны, Беларусь зачастую занимает явно не ту позицию, которую от нее ожидает Кремль. Ну, возьмем, начиная от такой вещи, как, например, признание Северной Осетии и Абхазии, война в Украине, в которой Беларусь занимает явно фактически проукраинскую позицию, мало того, что торгуя с Украиной и расширяя торгово-экономическое сотрудничество, так еще и продавая в том числе технику двойного назначения военной технологии. Ну и даже та же самая нашумевшая война с Сирией, где российская армия героически сражалась с сирийской оппозицией, а в это время Беларусь за американские деньги через болгарскую фирму «Прокладку» продавала сирийской оппозиции противотанковые ракетные комплексы, из которых жгли тех же самых русских. Ну, в принципе, странное поведение союзника, и оно было бы невозможно, если бы у Лукашенко не были какие-то козыри, которые гарантируют ему определенную свободу принятия решений. Итак, что это за козыри? Козырь номер один. Козырем номер один, несомненно, является та идеологическая накачка, которой почует Кремль своих граждан. Знаете, лозунги там «Деды воевали», «Россия, Третий Рим», «Оплот духовности», ну и дальше «Триединый славянский народ», «Братские русские, украинские, белорусские народы» и так далее и тому подобное. В свое время Лукашенко всерьез разыгрывал эту карту, когда до 2000 года работал на то, чтобы сменить стареющего Ельцина в кремлевском престоле, но когда пришел Путин, Лукашенко немножко изменил формат, то есть он и дальше играет на идеологическом поле, только формат уже зовется не уничтожение белорусской государственной, формат зовется лозунги в обмен на деньги, либо нефть в обмен на поцелуй. То есть Беларусь устами своего президента много и красочно говорит о братской любви, при этом ничего в этом отношении не делает, а Россия за это за все платит. Типичный пример, это, если помните, была Паралимпиада в Рио-де-Жанейро, на которую не пустили российских спортсменов, и одновременно с открытием Паралимпиады в Беларуси проходили выборы в парламент. На тот момент недовольны поведением Беларуси в украинском кризисе российские СМИ с подачи Кремля начали достаточно серьезную информационную атаку про то, что Беларусь уже не такой союзник, и Лукашенко какой-то не тот. Информационная атака была очень просто остановлена действием, которое стоило, извините, $2. То есть купили где-то российский флаг, и один из участников белорусской делегации вышел на открытие с этим самым российским флагом. Все российские средства массовой информации моментально возмущение поменяли на, прошу прощения, на какой-то ненормальный восторг. То есть белорусы стали друзьями, белорусы стали братьями, Лукашенко вообще хороший парень, вообще в доску свой. Вот это самый простой и самый свежий пример того, как Беларусь просто очень хитро использует эту вещь. И пока само российское правительство накачивает всяческим идиотизмом свое население, а people это хавает, пока русское население больно на постимперский синдром, до тех самых пор Беларусь может спокойно разыгрывать эту карту. По крайней мере, она хорошо плачется, она достаточно выгодна. Второе. Военно-промышленный комплекс. Да, несомненно, это достаточно сильный козырь, потому что в России, помните, говорят, были даже маечки «Тополь санкций не боится». Но Тополь-то санкций не боится, а вот ездит на белорусских колесах. Тот же самый Минский завод колесных тягачей. Россия не имеет таких технологий, Россия не умеет делать такие вещи. Пытались, сразу скажу, в 2015 году даже сделали опытный образец, но как-то так случилось, что даже на демонстрацию этот опытный образец выехал на лафете. То есть сам он, как оказалось, далеко проехать не может, не говоря уже о том, чтобы тянуть какую-то ракетку. Вот, в результате вынуждены покупать у белорусов. Также белорусы покупают большое количество комплектующих и целых узлов для средств радиоэлектронной борьбы, для электроники, для целеуказания, оптику, лазеры, средства связи, ну и много-много-много еще чего. То есть просто проблема белорусского ВПК, он реально в свое время создавался, он работает в связке с российским, то есть он поставляет определенные комплектующие. Россия, увы, значительной части технологий просто не имеет. Ну или увы, или слава богу. Вот, в связи с этим она зависит от Беларуси. Русские бы не прочь были бы купить и технологии, либо целое предприятие, но, как и в случае с МЗКТ, Беларусь заваливает такую цену, что, ну, как говорится, мама не горюет. Поэтому пока в Беларуси есть ВПК, в котором нуждается Россия, это второй козырь Лукашенко. Третье. Третье, это снова-таки идеологическая накатка и бряцание оружием и желание посражаться с НАТО или помериться неизвестно там чем.
а именно воздушное пространство. То есть за счет того, что Беларусь говорит, что заявляет о том, что воздушное пространство ее закрыто в случае агрессивных действий против Российской Федерации, за счет того, что формально даже существует какая-то объединенная группировка войск по защите воздушного пространства, хотя на самом деле в мирное время эта группировка она существует только на бумаге, потому что оперативно дежурные в каждой стране свои, силы и средства в каждой стране свои. Вот, поэтому, ну как бы там ни было, есть миф про защиту воздушного пространства, это позволяет Кремлю экономить средства на создание эшелона ПВО вдоль своих западных границ, это раз. Ну и второе, подтверждает в том же самом идеологическом поле, показывает, что Россия, мол, ни одна вода не с НАТО. Хотя, если посмотреть военную доктрину Беларуси, принятую после 2014 года, но уже с изменениями, по-моему, 16 или 18, то НАТО не называется угрозой для Беларуси, а угроза называется гибридные войны. Кто у нас развязывает гибридные войны, мы знаем. Следующее. Нефтепроводы. Через Беларусь проходят сразу две нитки нефтепровода «Дружба». В отличие от газопроводов, «Дружба» принадлежит белорусскому государству, и в отличие от газопроводов, альтернативных систем подачи, по крайней мере на территории Польши, Чехии, частично Германии, своей нефти у России не так уж и много. Она построила БТС-2, но представьте себе, вначале нефть от Унечи, это Брянская область, докачать до Санкт-Петербурга, оттуда либо кораблями, либо чем-то еще уже довести до польских и германских портов. Это как минимум на несколько порядков дороже. Вот. А если это дороже, то, соответственно, российская нефть, она становится тоже дороже, ее меньше покупают. Поэтому, да, теоретически Россия может обойти Беларусь, но в реальности это вылетает в большую копеечку, поэтому пока это нефтепровод и краник в руках Лукашенко, до тех самых пор это тоже козырь. Кстати, этот козырь уже использовался во время недавней нефтяной войны с Российской Федерацией, когда Беларусь просто под видом ремонтных работ и аварий просто перекрыла на определенное время поставку российской нефти в Европу. И, наконец, последний, ну, точнее, не последний, пятый, будем говорить так, пятый козырь в рукаве Лукашенко – это контрабанда. Беларусь не зря называют страной контрабандистом, и действительно, имея вокруг границу с Латвией, Литвой, Польшей, Украиной и Российской Федерацией, грех не заниматься такой вещью, как приграничная торговля. То есть этим занимаются люди, этим занимаются в том числе на государственном уровне. Причем и в мирное время, я думаю, что Роснефть до сих пор с икотой вспоминает продажу белорусских нефтепродуктов под видом растворителей на рынках Евросоюза. Таким образом, Беларусь уходила от российских экспортных пошлин. Вот. Ну а сейчас, с одной стороны, Россия под санкциями, с другой стороны, Россия сама вела якобы какие-то санкции. В русских СМИ, естественно, говорят о белорусских устрицах, папайе и так далее и тому подобное. Даже трактора ездят по турецким фруктам и овощам. Но это все прекрасно. Но контрабандная схема работает в обе стороны. Кроме фруктов и овощей, Беларусь является хорошим посредником для поставки в Россию техники и технологий, которые русским напрямую покупать запрещено. А почему бы нет? Второе, то, что русским просто не продают. Самый простой пример – это изделия Моторсичи, изделия части украинских предприятий, которые нужны той же самой российской оборонке. Тут естественно, что признать зависимость, которая не исчезла даже через 4 года от украинцев, в Кремле, ну точнее, они осознают, они знают, но признать перед населением они не могут. По одной простой причине, ну как, они же говорят про то, что Украина это failed state, это какие-то там развалины на руинах, на вершине этих вот руин, это горы камней сидит какая-то там украинская хунта, вокруг бегают бандеровцы, которые скачут, и вдруг оказывается, что они делают какие-то страшные изделия, без которых целый сектор российской экономики, либо российского ВПК работать не может. Ну, оказывается, так оно и есть. И Беларусь как раз таки в этом отношении неплохо зарабатывает на таких поставках. В обратную сторону, естественно, тоже идет определенная продукция, в которой нуждаются украинцы. Ну и там и двигатели ЕМЗ, которые в свое время шли на автомобили, в том числе военные, до тех пор, пока белорусы не заменили их китайскими, которые будут производить у себя. И последняя схема, которая существует сейчас, это сжиженный газ. Россия является одним из крупнейших производителей и поставщиков. Напрямую продавать уже как-то не особо получается, поэтому газ легализуют в Беларуси, и через Беларусь он идет в Украину. И вместе с прямыми поставками из РФ, которых не так много, это получается ни много ни мало, а примерно около 40% украинского розничного рынка. Поэтому 5 основных козырей, 5 из которых контрабанды, пока контрабанда есть, пока есть в этом нужда, Беларусь может себе позволить указывать России
ее место и проводить относительно свою политику. На этом пока что все. Следующее видео будет посвящено 5 основным козырям в руках у Путина, или же в рукаве у Путина при диалоге с Беларусью. То есть, чем Россия держит Беларусь и почему Беларусь не может резко отвернуться от России. И после этого будет еще 3-е видео, а именно почему 5 причин, почему Кремль не может быстро поменять Лукашенко. На этом пока что все. Всего вам доброго. Видео понравилось, лайкайте, расшаривайте. Не забывайте подписываться на канал, в том числе ради того, чтобы увидеть анонсированное видео. И хороших вам рабочих и выходных дней. Всего вам наилучшего.